Добрый день, это очередной выпуск подкаста «Нового репортера». Меня зовут Зибута Джибаева. Сегодня мы будем говорить о будущем таджикской журналистики. И прогнозировать будем только на этот год, потому что сегодня сделать что-то дальше просто невозможно. В гостях у нас сегодня Лола Алимова, редактор представительства Британского института по освещению войны и мира в Таджикистане (IWPR) и председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуридин Крышибаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Сначала немного о прошедшем годе. 2022 год для Таджикистана, для таджикских журналистов был годом потрясений, таджикских медиа в том числе. То есть у нас и война в Украине, которая отразилась в любом случае, хоть и косвенно, на Таджикистане, и информационная война с Кыргызстаном, в которой было втянуто большое количество журналистов, аресты блогеров, аресты журналистов. Какие выводы вы сделали для себя в прошедшем году? У меня всегда один вывод. Нужно соблюдать международные стандарты журналистики. То есть мы видим, что, конечно же, я имею в виду, я говорю о наших журналистах, я не говорю о войне в Украине и так далее, это отдельные вопросы, отдельные разговоры. Но выводы, которые я сделала для себя, это то, что журналисты должны быть более точными, более, как сказать, нужно подбирать слова. Я вот всегда говорю на тренингах для молодых журналистов, что правильно подобранные слова могут открыть любую дверь и закрыть любой рот. То есть мы видим, что да, конечно же, не всегда удается, допустим, там, быть настолько профессиональными, чтобы не задевать кого-то, кому не понравятся твои слова, скажем так. Но тем не менее, мне кажется, что журналисты должны всегда соблюдать правила своей профессии, должны быть высокопрофессиональными. Можно прокритиковать так, что не задеть кого-то, понимаете? По крайней мере, сейчас так надо работать, по-другому не получится. Это призыв к самоцензуре? Нет, я нисколько не призываю к самоцензуре. Не надо заниматься самоцензурой. А на самом деле? На самом деле надо. Вся проблема заключается в том, что нет четких правил. Правил, я согласна с этим. Которые бы были ясны и для властей, и для журналистов. Абсолютно согласна с этим. Никто не застрахован ни от чего. Соблюдаешь ты международные стандарты? Соблюдаешь международные стандарты, тоже виноват. Не соблюдаешь, тоже виноват. Нарушаешь этические нормы, тоже виноват. Нарушаешь... Или не виноват. Виноват. Я не согласа, что если ты нарушаешь этические нормы, ты не виноват. Нет, дело в том, виноват. что для кого-то это правило, это свод правил, которым необходимо придерживаться при освещении того или иного вопроса. А мы же на самом деле встречаемся с такими явлениями. Одним можно, другим нельзя. Вот просто разделяй и властвуй, это правило четко освоены нашими властными структурами. У нас скоро вообще журналистики не останется. Абсолютно. Я согласна. Это вот ваш основной вывод. То есть журналистики в Таджикистане идет на спад, и никакого просвета не видно. Атмосфера непонятности, атмосфера страха не способствует развитию ни журналистики, ни общества. Мы в этом страхе будем весь этот год, 2023, жить? И я думаю, что... Или будет еще хуже, или будут новые какие-то рамки? Я, в принципе, оптимист, но сейчас делать оптимистические какие-то прогнозы очень сложно, потому что, несмотря на высказывания международных правозащитных организаций, несмотря на замечания международных финансовых институтов, к сожалению, мы не становимся свидетелями того, чтобы власти делали какие-то выводы. Приезжают спецпосланники, приезжают высокопоставленные сотрудники международных организаций, ведут переговоры. Но проблема остается
там, где и есть. Но этому способствует вся обстановка в мире. К сожалению, мы сейчас являемся свидетелями того, что люди с какой-то ностальгией вспоминают прошлое, они смотрят в будущее. К сожалению, это так. Нет, не только ностальгия, просто мы становимся свидетелями того, что не происходят изменения. И одна из причин – это применение двойных стандартов. И со стороны международных организаций, и со стороны правительства. Мы говорим, что мы часть мирового сообщества, но почему-то не придерживаемся международных стандартов в сфере защиты прав человека. Вывод неутешительный, но надо что-то предпринимать. Я на встрече с высокопоставленными дипломатическими чиновниками и с нашими партнерами из международных организаций неоднократно подчеркивал, что в такой ситуации необходимо усилить потенциал тех малочисленных журналистов, которые остались, и они являются приверженцами настоящей журналистики. Не пиара, не пропаганды, а настоящей журналистики. Я согласна, я совершенно согласна с этим, что есть небольшая когорта журналистов, которые остались в Таджикистане, как вы говорите, которые не подвержены ни пропаганде, они придерживаются всех стандартов. Конечно же, их необходимо поддерживать. Потому что я убежден в том, что современное общество без нормально развитой журналистики вряд ли достигнет тех результатов, которые направлены на повышение благосостояния или просветления нашей страны. Нуридин, а если мы будем только сохранять ту когорту, о которой мы говорим, не будем обучать те, которые приходят вновь, посмотрите, что происходит. Ведь всех, кого в этом году задержали, они как раз-таки молодые люди, которые абсолютно не обучены были. У них не было таких стандартов, по которым привыкли мы работать. Дело в том, что сказать о том, что они вообще не были обучены, было бы не все из них, неправильно. Они были обучены, но у них больше были амбиций, нежели журналистских навыков. Мы неоднократно спорили, неоднократно доказывали, что журналистика – это профессия. И этой профессией должны заниматься профессионалы. Я тоже сторонник профессионализма, высокого профессионализма. А когда ты профессионал в любой сфере, в том числе в журналистике… Подождите, столько тренингов проходит, столько, я не знаю, мастер-классов. Зибо, вспомни последний раз, когда был тренинг, хоть кто-то бы провел по соблюдению этических стандартов, по международным стандартам журналистики. Когда последний раз? Да, мы проводили. Проводили и сейчас. Для кого? В ноябре мы для молодых журналистов проводили и в Душанбе. Я понимаю, что они проводили, но одного тренинга вас недостаточно, когда не работают законы, допустим, этого соблюдения этических стандартов. Вообще, везде, как вы говорите, везде двойные стандарты, тогда они не применяют их тому, чему их научили. Просто мы должны говорить сейчас не только о журналистской этике. В целом мы должны говорить о медиаэтике, потому что диапазон журналистики расширился. Сейчас мы не можем удовлетворяться только тем, что у нас есть совет по СМИ, и этот орган саморегуляции отслеживает соблюдение этических норм в средствах массовой информации. У нас сейчас полно возможностей новой медиа, что пора уже говорить о медиаэтике. И это должно быть не в одной форме. Мы должны предлагать обществу различные формы медиаэтики, чтобы у них был выбор. Кто-то, может быть, будет заниматься медиакомплайенсом, кто-то, может быть, создавать, как в некоторых наших СМИ, своих омбудсменов в самих средствах массовой информации. Потому что без соблюдения этики мы вряд ли достигнем качественной журналистики. Совершенно верно. И потом еще вывод, который я для себя сделала в этом году, за все, что произошло. Каков мир, такова и журналистика. Какова страна, такова и журналистика. К сожалению, даже восхваленные наши некоторые СМИ, которые мы ставим пример, не всегда соблюдают этические нормы и даже профессиональные нормы.
Я был свидетелем того, что радио ОЗОДИ стал допускать ошибки и исправить не старались. И из-за принципиальной точки зрения я уже месяца 3 с ними не сотрудничаю. И никакие комментарии. Потому что когда ты допускаешь ошибки, ты должен исправить эти ошибки. Они исправляют, поставляют источники информации, а исправить не хотят. У меня был разговор и с руководством радио, и с корреспондентом, которые готовили. Это не первый случай. Мы помним даже скандал между юристом Одинаевым с радио ОЗОДИ. Это не первый, это становится как бы системным. Вот, о чем и речь. Так, подождите, хорошо, понятно. Этика – это и соблюдение международных стандартов – это один вопрос. Вопрос, откуда брать деньги. Вот сейчас, Нуридин, вы сказали о том, что нужно поддерживать потенциал той когорты журналистов, медиа, которые остались. Кто будет поддерживать? Государство, доноры, коммерческие структуры. У нас просто рынок в поиске свободных финансов для медиа сейчас практически не остался. Доноры уходят, донорам не интересен Таджикистан. Государство, в принципе, у нас никогда не было, чтобы независимые СМИ получали какое-то финансирование от государства, как, например, в том же Казахстане, это есть практика. Где искать деньги? И реклама становится меньше, потому что рынок меняется, рынок зависит от ситуации вообще в мире, от войн, финансовых кризисов. Где брать деньги? Или просто уходить, закрываться и все, потому что не на что будет, когда скоро жить? На самом деле ситуация очень сложная. И деньги надо искать, я бы сказал, у себя, у своих сограждан. Что я имею в виду? Если будет хороший материал, если будет качественный материал, который соответствует нуждам обществу, то найдутся люди, которые оплачивают этот материал. Paywall. Тот же Paywall, то есть подписка платная и так далее. Просто когда-то таджикский рынок, медиарынок проходил через это и потом полностью отказался, в принципе, и с появлением соцсетей сейчас ни одна новость уже не является уникальной. Деньги всегда трудно зарабатывать, конечно же, но закрываться это тоже не дело, конечно же, нужно искать какие-то другие вещи и брать примеры, например, многие СМИ уходят в Инстаграм, допустим, в ТикТок и так далее, тренды последних времен, и отказываются, например, от, я имею в виду большие СМИ, отказываются от Фейсбука, допустим, даже от Твиттера, есть такой тренд, уходят в YouTube, в ТикТок и в Инстаграм больше. Там, где легче запускать монетизацию. Да, там легче запускать монетизацию и брать примеры оттуда, потому что, есть же, например, допустим, блогеры, которые, когда, например, российские блогеры, некоторые из них подписана, и сейчас люди не хотят смотреть на этих инстадив, которые там показывают им. Конечно же, у них очень много подписчиков, аудитория большая, людям нравятся красивые картинки и так далее, может быть. Но очень много сейчас, например, в Инстаграме появилось людей, которые, допустим, живут где-то в глубинке далеко, там курочек своих кормят или там еще что-то делают. Они как-то монетизируются в этом Инстаграме, и людям нравится смотреть на простую жизнь, Это же небольшие деньги. Да. Я не имею в виду, что большие деньги. Я имею в виду, что нужно какие-то такие схемы маленькие, они используют. Наши СМИ тоже большими деньгами не располагают, к сожалению. Для развития серьезной журналистики нужны серьезные деньги. Когда мы говорим о том, что интерес доноров падает, я совершенно согласна с Нуридином, что все равно есть какая-то вещь, когда вы определяете, например, у нас в Таджикистане очень сложно зарабатывать СМИ, потому что у нас нет нормально развитого менеджмента для СМИ. Очень мало средств массовой информации занимаются изучением своей аудитории, допустим, изучением спроса и так далее. То есть законы рынка должны работать, срабатывать. Несмотря на то, что Нуридин говорит, что мы должны искать деньги у себя же, потому что другие не дадут. Да, нужно предлагать, изучать спрос,
спрос, который о вашей аудитории. То есть та аудитория, на которую вы работаете, она каким-то образом может вас поддержать, если вы будете... Но для этого нужна свобода, для этого нужно, чтобы это дали другой вопрос, как замкнутый круг. Да, дали у нас очень тяжелая ситуация, я совершенно согласна. И просто так никто денег не даст. Да. Если кто-то что-то хочет оплатить, он ожидает каких-то Ребята, вот выгод смотрите, для Зибо, себя. вот, например, у тебя был опыт того, что, допустим, через ваши СМИ, допустим, или что-то, вы собирали деньги для кого-то. Были же успешные примеры? Были успешные примеры. Вот это как раз один из вопросов, который я обсудить хотела, донаты. Я вообще хотела давно заняться, да, этим, то есть посмотреть законодательство и так далее, но после того, как появились слухи о том, что блогеры наши были задержаны из-за того, что они еще и получали донаты, и из-за пределов страны, и ты не знаешь от кого. Да, у нас очень тяжело. Как бы ты понимаешь, что а что делать, да? То есть ты вдруг какой-то там человек, который в каком-то списке черном находится и так далее, и ты от него получил финансирование, ну пусть даже ты там рубль от него получил, это для тебя чревато последствиями. С другой стороны, в принципе, можно было бы работать через платформы различные, да, иностранные, где можно собирать донаты. У нас практики такой нет в Таджикистане вообще, но были примеры, когда там собирали на какое-то издание, на книгу, на фильм, да, вот недавно был режиссер собирал тоже. Не знаю, как пойдет, но дело в том, что если бы это была местная платформа, да, где это было бы меньше процент, меньше волокиты с оформлением документов и так далее, было бы хорошо. Но вот я все думаю о том, чтобы начать работать в этом направлении, попробовать с донатами поработать, но очень большие риски. Просто вот из-за того, что... Есть риски, есть очень много подводных течений, Да. которые не все могут там разбираться, и начиная с налогового, кончая до Да. имиджевых каких-то моментов. Потому что работа с донатами это хорошо, но с другой стороны, общество и СМИ, в частности, должны подталкивать, чтобы государственные органы не выполнили свои непосредственные функциональные обязанности. Почему мы должны решать чью-то проблему, призывая общество к помощи и так далее, а не заставить тех органов, которые обязаны эту проблему решить. Я имею в виду, что это могло бы быть примером для заработка, да, допустим. Это, это в продолжении того разговора, о чем вы начали, что если качественный материал, то значит найдутся люди, которые, допустим, захотят заплатить, поддержать это СМИ и так далее. Конечно же, у нас очень много проблем с нашим налоговым законодательством и так далее и тому подобное. И еще, если говорить о качестве журналистики, да, вот, которое мы ожидаем, вот то, что вы, Нуридин, говорите, у нас совершенно сейчас система в нашем государстве, она как-то прям очень сильно поменялась. То есть, если мы раньше, допустим, журналисты писали о том, чтобы донести до лиц, принимающих решения, какие-то проблемы, то что произошло в прошлом году, даже эти проблемы, да, ну где-то решались, а где-то кого-то наказали за то, что поднимали такие Знаешь, проблемы. мы раньше, когда, помнишь, да, там типа, мы такие... Вот социалка – это менее такой, да, болезненный вопрос, там туда отправляли журналистов послабее, ну вот социальными вопросами занимайся, потому что ты по шапке не получишь за них, как за экономику, как за политику, а ты сейчас понимаешь, что за социалку ты как раз-таки и получишь, если ты будешь поднимать вопросы просто людей, которых, например, выселяют. Ну, потому что в социальной сфере накопилось очень много проблем, которые волнуют всех. И поэтому вот власти максимально стараются контролировать общественное мнение, в частности, в социальной сфере. Вы прекрасно понимаете, что появились группа, не знаю, троллей, фейков, которые муссированно распространяют информацию о том, что вообще-то в принципе не должно быть предметом общественного обсуждения. Есть такие моменты, которые вот просто мне кажется, есть определенные силы, которые хотят отвести общественное мнение от важных вопросов.
Например, блогеры, да, из Инстаграма, которые там открыто показала себя и так далее. Ну, вот такие вещи. Недопустимо. Я еще наблюдаю другую вещь. Даже в социальных сетях, когда появляются какие-то очень важные вопросы, там раз-два я обчелся комментарии. Никто не хочет. А если там такие... Нравственность, защита нравственности, там это, или кто-то выходит и начинает там говорить о том, что он ошибся, он допустил ошибку и так далее, и начинает там столько комментариев, столько обсуждений, якобы, зрелище. кроме вот этих, на мой взгляд, личных каких-то проблем, не имеет значения для общества. К большому сожалению, я совершенно согласна, Нуридин, к большому сожалению, появление и распространение вот этих вот социальных сетей привело к тому, что все сплетни, которые были, вот, допустим, за закрытыми дверями, они все вышли наружу, и это очень мешает работе журналистов, может быть, мешает, может быть, где-то нет, но и качество журналистики благодаря в кавычках, да, вот этим вот социальным сетям, оно снизилось, потому что вышло на первый план вот то, что, Зебо, говоришь, зрелище и хлеба, да, поэтому так и происходит. Вчера была информация о том, что якобы какую-то там невестку из-за того, что без разрешения кусок хлеба съела, и был такой, вокруг этого столько там видео, столько обсуждений, что неужели другой темы не осталось? Ребят, вот есть это 4С, да? Те 4С, на которые ведутся аудитория, слезы, смех, смерть и секс. Вот это всегда интересует людей, и, к сожалению, вот эта вот качественная журналистика, которую мы хотим сохранить, да, в нашей стране, она проигрывает вот этому вот всему, которое происходит сейчас, это вакханалия, которое происходит в социальных сетях. Слушайте, смотрите, в любом случае, вот мировые тренды, да, перечисляли мировые тренды несколько экспертов, я посмотрела на 2023 год. Журналистские расследования опять будут, да, в тренде. Да, это мировой тренд будет на 2023 год. Снизится привлекательность кликбейтных заголовков. То есть люди больше будут обращать на это внимание, точнее, меньше будут обращать на это внимание. И третье, будут больше востребованы полезные новости, в отличие от классических, к которым мы привыкли. И я вот сейчас просто смотрю и понимаю, что для Таджикистана, для таджикских медиа, тренды пока эти не намечаются. По поводу новостей, да. Это может быть в тренде. Полезные новости. Полезные и точные. Да. Неангажированные. Да. Новости всегда будут востребованы. Конечно. А делаем мы их. Вот полезные новости с добавленной стоимостью, например, какой-то, да. У нас же сейчас берется, какой пример, не знаю. Господи, даже из новостей в последнее время вообще ничего не читаю, даже не могу привести никакой пример из новостей, чтобы можно было сказать, да, какую добавленную стоимость может добавить медиа. Потому что новость идет, копипастом, да, у всех практически. Шестерняшки, да, самый такой печальный повод новостной. Родились, умерли. Да. Практически у всех одинаково все вышло. Совершенно верно, но мы же говорим о трендах, да, и мы должны, например, да, Зебо, тебе в первую очередь, ты сама на этот вопрос можешь сама ответить, потому что ты занимаешься новостями, мы не новостники, да, как бы. Полезные новости в каком плане? Опять же, допустим, может быть, я не права, но приведу пример Инстаграма. Кликают на что вот нравится, что людям, да, как показали, как, допустим, посадить огород и так далее. Да. Это примитивно то, что я привожу в пример. Полезные новости, скажем, почему нет? У нас новости бывают полезные, которые люди смотрят, допустим, да, та же погода, скажем, грубо, тоже закрытие перевала и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать о трендах, понимаете, мы должны стремиться соответствовать все-таки этим трендам. Например, тренды
машины обучения, да, там, как это еще по-другому? Искусственный интеллект, да. Это тренд, и почему мы не можем, допустим... Конечно, мы не можем, потому что, может быть, у нас не хватает знаний, у нас не хватает денег для того, чтобы... Но, тем не менее, это сейчас делается, и в Таджикистане также. Люди работают, и есть очень... Знаете, вот мы не знаем, но есть очень классные вещи, например, чат GPT, да, где можно написать статью и проанализировать. Это очень крутой бот, который анализирует и все это делает. Там люди пользуются, но для нашей страны пока что он еще не адаптирован, но тем не менее он есть. Знаете, мы говорим о высоких материях. В принципе, если мы хотим, чтобы информация была в тренде, надо преподнести информацию таким образом, чтобы это было интересно академику. И простому человеку. И понятно простому человеку. Академик все равно будет искать что-то свое, а простой человек будет искать что-то свое. Это должны разделять. Азбука журналистики. Да. Если новость не заинтересует, если новость не несет какую-то там полезную информацию, то кому это надо? Ну, большая часть контента, который производится иногда, да, вот я смотрю просто потому что, чтобы она была, эта новость. Да, потому что заполнить вот эту площадь, эфир. Мы опять говорим, ребята, вот совершенно, я так думаю, что мы опять говорим о профессионализме, да. Мы говорим о том, допустим, для нас это очевидно, да, что нужно делать хорошие новости, нужно делать новости отдельно, или там не новости, а контент для своей аудитории, и разделить ее, допустим. Но вот если говорить именно о прогнозах на 2023 год, да, то я, например, вот чистый оптимист. Мне кажется, что необходимо все-таки, да, как бы, вот нашу молодежь, которая не очень стремится прийти сейчас в журналистику, да, обучать и передавать свой профессионализм, взращивать. Вот этот момент очень хороший, да, у нас, к сожалению, для журналистов, молодых журналистов, нет менторской какой-то поддержки. Вот, об этом она есть, но ее очень не хватает, да, допустим. Мы, например, Шахудат, знаешь, да, она работает в Славянском, недавно говорили, она говорила о том, что с каждым годом приходят, да, вот в вузы приходят люди. Если раньше, допустим, из одного курса можно было 2-3, они пойдут, да, в журналистику, то за определенный период времени там даже 1-2 они приходят, да. Но сейчас вот я посмотрела некоторое время назад, пригласили коллеги провести там один мастер-класс или что-то, и были очень толковые люди. Нет, толковые есть, да. Их просто нужно обучать и взращивать. Есть, но они вот сталкиваются с проблемой. Интерес у них падает, к сожалению. И интерес сразу падает. Нужна... Потом насчет менторства, да, мы предлагали последние 2-3 года очень много менторской поддержки. К сожалению, молодые люди еще не до конца осознают важность менторской работы. У них больше какие-то иждивенские знал, как попало, да, там, как попало, ментор переделает. Написать, переделать и загнать куда-то, получить гонорар. Вот никто не хочет работать серьезно над определенной тематикой или над материалом при поддержке ментора. Мы сейчас предлагаем для того, чтобы освещать прегрешение проблемы, менторской поддержки со стороны нескольких менторов для 20 наших журналистов. Пока 3 или 4 человека заинтересовались и работают под руководством ментора. А другие думают, что они такие уже крутые, могут спокойно написать этот материал без поддержки. И даже ставить вопрос, зачем тратить на ментора, когда можно заплатить нам. Ну, понимаете, молодежь, она всегда такая, наверное, я не помню, были ли мы такими, когда мы были молодыми, но к ним нужно искать, она сейчас другая, они не такие, как мы. Я думаю, что к ним нужно искать какие-то определенные другие подходы, другие, каким образом, Нуридин, это очень сложный вопрос, нужно изучить сначала их, какие у них интересы, но, конечно, это время, это все, это очень трудная работа, но, тем не менее, вы этой трудной работой занимаетесь уже более 20 лет. 20 лет, и вы кого-то взращиваете. То же самое Зибо делает. Я сейчас меньше, но тем не менее, да, как бы.
Есть ребята, на которых надо ориентироваться, и себе смену-то готовить надо в любом случае. Вот мы говорили, вы сказали, Нуридин, об этих вот качественных, да, журналистах, которые работают. Если они уйдут, кто останется? Мы об этом должны сейчас в первую очередь подумать. И это, причем качественные журналисты, это они заява на 23 год, да. Для того, чтобы достичь такие благие намерения и цели, необходимы условия. Да, согласна. Не только журналистское сообщество, но и правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы у нас в Таджикистане качественная журналистика развивалась. Но, к сожалению, у нас большие деньги расходуются для того, чтобы наращивать ресурсы государственных СМИ, а ничего не делается, несмотря на то, что у нас законом предусмотрена поддержка СМИ независимо от форм собственности. Да, к сожалению, в нашей стране вот вкладываться в развитие человеческого капитала, даже те же, допустим, государственные СМИ, да, они всегда жалуются на то, что у них, допустим, там профессионализм падает. К сожалению, вот у нас в Таджикистане такая тенденция, она происходит, и это мы наблюдаем. Итак, что нас ждет в 2023 году? Журналистов и медиа. Ты оптимист? Нет, даже я сейчас не могу никаких хороших прогнозов сделать, потому что нас ждет в 2023 году. Мы были свидетелями того, что 19 год, 20 год, 21 год произошло то, что никто не ожидал. Хорошо, давай без пандемии. Хорошо, без пандемии, да? Пандемии, да. То есть, мы уже обучены, как вообще выживать в пандемии, то есть нас этим уже не испугаешь. Мы даже обучены, как выживать в кризис, который принесла война в Украине. Да. Да мы всю жизнь в кризисе живем. Мы еще теперь поднатаской не стали. Что? Я думаю, что опустить рукава и ждать ману небесную нам, журналистам, не стоит. Нам надо наращивать свой потенциал и максимально стремиться к тому, чтобы выжить в таких сложных условиях, не теряя свое лицо. Для журналистики самое страшное – это терять свое лицо перед аудиторией. Если, допустим, из 100 журналистов хоть 5 человек будут приверженцами настоящей журналистики, то общество это ценит. Для того, чтобы делать что-то интересное, нам надеяться только на самого себя. Развивать свои навыки, допускать ошибки, исправить эти ошибки, делать то, что предназначено для нас, как журналистов, информировать общество таким образом, чтобы не было стыдно. То есть задача номер 1 – выжить и сохранить свое лицо. Потому что эти времена пройдут. Эти проблемы тоже уйдут в задний план. Если мы отступаем от основных принципов журналистики, отступаем от международных стандартов, никто нам не будет верить, и нам будет стыдно и перед своим поколением, и перед будущим. Я очень уважаю Нуридина за его профессионализм и за то, что вот сейчас вы сказали, и понимаю, что мы единомышленники по многим вопросам. Да, я совершенно согласна. Мы когда-то, когда начинали работать в журналистике, очень часто говорили о миссии, да, журналистов. Вот, к сожалению, вот эта вот миссия, некоторые, допустим, миссия журналистов информировать, миссия журналистов воспитывать, да, она никуда не девается, она так и останется. И как мы говорили, вот я сегодня, когда думала о том, о чем мы будем разговаривать утром, я смеялась про себя и говорила, мы раньше шутили, что, допустим, это вторая древнейшая, да, профессия и так далее, но она такой и останется, вот сколько времени прошло. Мне кажется, что во все времена было нелегко человечеству выживать, и журналистам было нелегко выживать. Сейчас поменялись инструменты, поменялось очень многое, допустим, там влияет
интернет и так далее и тому подобное. Но вот как говорит журналист, профессионал и единомышленник Нуриддин, профессионалов всегда уважали. Профессионал, который сохраняет свое лицо, его всегда видно. И мне кажется, что вот профессия, она сохранится благодаря вот таким людям, как ты, Зибо, как Нуриддин и так далее. Она сохранится, она будет. И вот мне кажется, что вот эта миссия журналистов воспитывать людей, да, и информировать, она никуда не денется. Она остается, ее надо поддерживать, ее надо развивать, потому что все, что я опять говорю про социальные сети, это вакханалия, которая там развернулась, теперь мы как-то должны, я думаю, что мы, журналисты, должны на это повлиять и научить людей правильно использовать социальные сети, и там какую-то этику, вот как вы говорите, соблюдать и так далее. Нужно людей научить добру, потому что если этого не произойдет, ну и все вместе уйдет в тартарары, вместе с журналистикой и весь мир. Сейчас вот об этом речь идет, мне кажется. Для меня 23-й год тоже задача номер один – это выжить и двигаться. В любом случае двигаться, пусть маленькими шагами, да, потому что если ты без движения, это уже смерть. Двигаться вперед в любом случае. Пусть не такими темпами, какими мы хотим, не такими темпами, как это было раньше, но тем не менее двигаться. Спасибо большое. Напомню, что у нас была Лола Алимова, редактор представительства Британского института по освещению войны и мира в Таджикистане, и Нуриддин Каршибаев, директор Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.